Здравствуйте, в эфире передача «Парад профессий». И с вами мы, ее ведущие Анастасия и Константин. Сегодня мы поговорим о не менее интересной специальности – строительство и эксплуатация зданий и сооружений, которую вы можете получить в Канашском строительном техникуме всего за 3 года и 10 месяцев. Форма обучения очная и заочная на базе 9 и 11 классов. Одним из основных требований к этим специалистам является умение работать с геодезическими предметами и делать линейные измерения, чем и займутся сегодня наши студенты. Учебную практику студенты проходят под чутким руководством преподавателя высшей квалификации Российской Федерации Николаева Юрия Сергеевича. Юрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, чем занимаются сейчас ребята? На данном этапе ребята сейчас измеряют горизонтальные углы. Следующим этапом будет определение превышения отметок одной над другой. И третий этап – это измерение линий на местности. Сегодня они должны эту работу выполнить в течение 2 часов. На втором этапе ребята работают нивелирами. На третьем этапе линейные измерения будут производиться рулетками длиной 30 метров. А сейчас мы посмотрим, как это все будет происходить на практике. Юрий Сергеевич, расскажите, что сейчас происходит? В данном этапе бригада определяет горизонтальные углы между точками геодезической основы. То есть определяют местоположение данной точки относительно местности. Анастасия, студентка 21 группы, обучается по специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений. И сейчас она нам расскажет, что происходит на втором этапе работ. Так как мы это все изучали еще в начале года, я могу рассказать то, что нивелиром мы сегодня работаем методом из середины, то есть вычисляем превышение одной точки на другой. Изначально мы вычисляем при помощи линейки превышение той точки, а потом человек перемещается на другую точку, и превышение вычисляется там. А потом мы производим соответствующие расчеты и получаем нужное число. Юрий Сергеевич, объясните, пожалуйста, а чем сейчас занимаются ребята? На третьем этапе ребята будут производить линейные измерения на местности, откладывая отрезки длиной по 20 метров с помощью рулетки. Измерения будут производиться дважды, вначале вперед, затем в обратном направлении. Пока одни студенты заняты геодезической практикой, другие в главном корпусе проходят лабораторную работу под чутким руководством мастера производственного обучения Мавлютова Рашата Абдулхаковича. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас лабораторная работа номер 5. Тема лабораторной работы – изучение методов испытания песка как заполнителя для бетонов и растворов. Но цель лабораторной работы – ознакомить требования ГОСТов к пескам, используемым в качестве заполнителей растворов и бетонов, и провести испытания в соответствии с этими требованиями. У нас, значит, ситы какие будут здесь? Но мы 5 не берем, она уже пропущена как бы заранее. Более 5 там крупнее нету. 2,5, 1,25, 0,63, 0,315, 0,16. Вот у нас набор сит. Они уже расположены как бы по порядку. Помещаем на полочку, закрываем, конечно, естественно, плотненько. Так, включаем печку. Здесь у нас еще параметры заданы. Так, 400 градусов. 145 градусов здесь, да, но еще можно температуру регулировать, конечно, больше ставить и так далее. Уже процесс пошел. Процесс, ну, в течение там 10 минут где-то надо просушивать. Песок будет сухой уже. Стряхивать мы его не будем. Тут принудительная сушка, то есть воздухом обдувает хорошо со всех сторон, просушивает. Вот процесс идет сейчас, сушкой и так далее. Устанавливать время, за сколько времени трясти. Мы сколько сказали там? В течение 1 минуты. Ну, минуты 8 пусть будет. Здесь пуск, стоп есть. Вот запускаем. Вибрация пошла.
Даже не чувствуется, как пудра. Вот это Для песочных часов все. процесс вот такой он. Если, но здесь 0,16% должно остаться где-то, 0,1%. То есть. Таблицу заполняете сами самостоятельно дома и составите вот график. И определите, песок у нас по крупности зерна, то есть подходит для изготовления растворов и бетонов или нет, определите. И на следующем уроке сдадите тетради свои. Пока эта сцена пуста, а уже через несколько минут здесь пройдет самое грандиозное мероприятие конца года – чествование самых активных студентов. Самые активные ребята нашего техникума будут получать благодарности. Сегодня мы собрались здесь для чествования самых активных студентов нашего техникума, которые успевают не только получать профессию, но и развиваться в других областях. И сегодня наше мероприятие открывает номинация под названием «За тягу к знаниям». Для поздравления и вручения благодарности студентам на сцену приглашается человек, который дает возможность ребятам покорить свой Эверест. Человек, который заставляет преодолеть себя и помогает добиться новых высот. Директор Канашского строительного техникума. Яковлева Альбина Ивановна. А что это такое, когда мы награждаем благодарностью, даем сертификаты, почетные листы нашим студентам? Уважаемые коллеги, это наш с вами труд. И я выражаю огромную признательность именно вам. Спасибо вам большое. Ну а нашим студентам я хочу пожелать, чтобы вы не останавливались никогда на достигнутом, чтобы все ваши цели и достижения были реальными и достижимыми. И умейте перед собой ставить конкретные цели, решать задачи, потому что это нужно вам, это нужно городу, республике и стране. Ефремова Татьяна, студентка группы 1606, призер межрегиональной заочной олимпиады, знатоки современного чувашского языка. Третье место в республиканском конкурсе сочинений «Таванки лишь оши, атя не оши». Краснов Василий, студент группы 1604, за особые успехи в учебе. Участник конкурса сочинений «Россия 2035». Юманов Андрей, студент группы 1701. Активист, хорошо учится. Михайлов Игорь, студент номер группы 1602. Петров Константин, студент группы 11, участник республиканского конкурса чтецов «Как сердцу высказать себя», участник двух номинаций проекта недели «Думай глобально, действуй локально», всероссийский конкурс сочинений «Если бы я был президентом», участник республиканской дистанционной олимпиады по русскому языку, участник республиканских олимпиад по английскому языку, по обществознанию, по русскому языку. Степанова Анастасия, студентка группы номер 21, участница городской квест-игры «Дети войны», республиканской дистанционной олимпиады по английскому языку, участник республиканской олимпиады по английскому языку, участница проекта недели «Думай глобально, действуй локально», лауреат 20-й межрегиональной конференции фестиваля научного творчества, проекта учащейся молодежи «Юность Большой Волги», входит в состав молодежного правительства города и республики. Отдельным дипломом награждается Степанова Анастасия, которая стала лауреатом 20-го международной конференции фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Поздравляем тебя! Очень приятно находиться на этой сцене вместе с вами, и очень трогательно те моменты, когда
слышишь о том, что достаточно очень много студентов проявляет себя не только в учебе, но и в общественной жизни на территории города Канаш, территории Чувашской республики, Поволжья, и показывает огромные результаты и успехи. Мы пообщались с Альбиной Ивановной, действительно, есть очень много современных направлений в области строительства, в области геодезии и изысканий. Я думаю, что многие из вас заинтересованы в том, что быть самыми лучшими и яркими представителями нашего прекрасного города, Канашской земли, Чувашской республики во всей России. Государственный совет Чувашской республики хотим вручить свидетельство участника конкурса молодежных проектов «Мое будущее Чувашия». Это говорит о том, что действительно вы не только думаете о своем вузе, о нашем городе, но и знаете будущее Чувашии, вы видите его, и это очень приятно, что трое ваших студентов проявили себя в этом конкурсе. Я хочу поздравить Петрова Константина Ярославовича. Гаркушу Ирины Валерьевны. Также выражаем огромную благодарность от Государственного совета Чувашской республики. Этих ребят поздравит Девяткина Светлана Семеновна. Приветствую всех в этом зале. Очень рада видеть ваши прекрасные, добрые, улыбающиеся лица. Поздравляю вас с праздником сегодняшним, молодежь. И надеюсь, что будущее для вас будет прекрасным, светлым, таким же, как и для вас наш техникум является. Никитина Дания, студентка группы 1606. Помимо работы с группой, Дания успевает принимать участие в таких конкурсах, как «Думай глобально, действуй локально», конкурс сочинений «То Вангель Оши, а те не Оши», где заняла 2-е место. Кричко Андрей, студент 32-й группы, является действующим председателем студенческого совета «Лидер», волонтер Победы, принимает активное участие в мероприятиях техникума и города. Гаркуша Ирина, студентка группы 31, принимает активное участие в мероприятиях внутри техникума города и республики. Нянин Сергей, студент группы 1701. Егоров Аркадий, студент группы 1601. Константин, студент группы 1602. Всегда поможет своим товарищам и мастерам, никогда не откажет. Я от всей души хочу благодарить ребят и сказать большое спасибо, что они неоднократно участвовали за честь техникума. Ефимова Елизавета, группа 1605. Помимо хорошей учебы, Елизавета может похвастаться участием в республиканских соревнованиях по легкой атлетике, победой в группе Б по ГТО среди девушек, участием в Зорнице. Николаев Алексей, группа 1604, участник Зорницы. Новиков Алексей, студент группы 1601, командир команды нашего техникума на республиканских соревнованиях Зорница, участник соревнований в ДСАФе. Никита, студент группы 1606, участник республиканских соревнований Зорница.
Анастасия, студентка группы 1704, активистка во всех соревнованиях. Сергеев Владимир, студент 11 группы. Участник чемпионата Чувашской республики по легкой атлетике среди мужчин. Занял 3-е место. На соревнованиях по ГТО в группе «Б» он занял почетное 1-е место. Поздравительное слово предоставляется социальному педагогу Петровой Ольге Михайловне. Мы очень рады, что у нас в техникуме учатся такие творческие, позитивные ребята. Без руководителей, конечно, не обошлось. Хотела бы сказать им огромное спасибо за то, что они сподвигают и выявляют таланты в нашем техникуме. Хочется пожелать им дальнейших творческих успехов и надеемся, что в следующем учебном году, кто не успел раскрыть свои таланты, обязательно их раскроет. И талантливых, позитивных, творческих ребят у нас будет намного больше. Студенты хорошо поработали в этом учебном году. Впереди их ждут долгожданные летние каникулы, но только после успешной сдачи летней сессии. И на этом заканчивается цикл наших передач. А в следующем учебном году мы покажем, какие специальности и профессии ребята могут получить в учебных заведениях нашего города. Напоминаем, что генеральным спонсором нашей передачи является Канашский строительный техникум. А с вами были мы, Анастасия и Константин. Летнего настроения. До новых встреч!